Народного кинофестиваля Андрею Савичу Борисову. Добрый вечер! Почему тишина в зале? Ага, он на рассвете, кинотеатр, уруй! 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 Я ухожу. Перепутали. Я им сказал, шляпу принесите, а они мне мою настоящую шляпу принесли. На самом деле, я-то просил вот эту. Вы помните, да, вот эту шляпу? Да. Кто не помнит? Да, задеваем. А где товарищ, который вот здесь, вот такой? Ирина Ильич, где? Не приехал. Летит? Ага. Я имею в виду президента нашего кинофестиваля. Дорогие друзья, коллеги, 5-й кинофестиваль завершается. В зале какое-то чувство некоторой грусти, некоторой усталости, но напряженного ожидания. Почему я вот ощущаю зал с выбранной души? Потому что я ни одного фильма не видел. Вообще ни на одном мероприятии не был. Поэтому мне очень-очень интересно. Очень тревожно и в то же время очень как-то любопытно. Что же произойдет сейчас после моего выступления? И вот хочу вам рассказать, буквально в день открытия фестиваля, куда я никак не смог попасть по разным объективным причинам, вдруг, значит, мне приснился сон. Кино это сон, кино это иллюзия. Но сон приснил, настоящий сон. Хотите верьте, хотите нет. Но сон такой. Иду по полю, иду по степи, и вдруг со мной идут ребята мои, многие здесь сидят. Помните, как мы снимали кино в этой шляпе? Да. Помнишь, да? Один остался. И вот идем по степи. Чувство радости, какой-то молодости, запаха полыни, 300 лошадей. Все идем. И вдруг сзади я слышу, кто-то меня окликает, я поворачиваюсь, идет Андрей Yi. Здесь находится Андрей Yi, да? Андрей здесь ли, да? Здесь. Вот, идет Андрей Yi, у него одета костюм хаки какой-то, и что-то мне он дает. Я смотрю, он, оказывается, дает старое ружье, такую берданку старую. И говорит, возьми это. Я говорю, зачем? А он говорит, а это же реквизит, это полезно будет. Я уже, по-моему, я взял. Дальше иду. И вдруг сзади слышу, у Андрея нелегкие шаги были, сзади слышу такие тяжелые какие-то крупные шаги. Поворачиваюсь, хотите верьте, хотите нет. Идет Никита Михалков. Кто-то не поверил, поэтому смеетесь, да? А идет Никита Михалков. И тоже вручает мне, опять ружье вручает. Но ружье какое-то блестящее, странное такое. Я говорю, это зачем? Он говорит, это новое, говорит. Опять куда-то туман исчезает. Я думаю, чему этот сон-то? День открытия кинофестиваля. Все думаю, и так до сих пор не разгадал. Ставлю перед вами задачу, разгадывайте, что же это сон был. Вторая задача. Я увидел список участников, ребят молодых, актеров, режиссеров, операторов. И вдруг так радостно на душе. Вот меня назвали здесь основатели, не забыли, оказывается. Вот. Мне так радостно от того, что все не убывает, завороженных людей, очарованных людей, кино, вином и домином, не убывает, наоборот, прибавляется. И вот эта вот завороженность, вот эта очарованность, это энтузиазм это может быть сознание роковому вопреки, а может где-то еще и энергия заблуждения это. Пусть она продолжается, пусть продолжается. И тогда наше кино будет бум, говорят тогда. Кинобум наш пусть продолжается. Об этом мы разговаривали во время встречи у главы республики. Вот, и председатель нашего
организационного комитета, Дичковский был. Вот, мы сидели, разговаривали с главой, и он очень четко, точно дал задание. И господину Дичковскому, и мне сказал, так, давайте начинать новый этап киноиндустрии. Поэтому надежда есть вера, есть энтузиазм, есть вот это вот чувство вот завороженности, чувство такого о том, что кино это величайшее из всех искусств. И что вот эти ребята, сейчас я встречал киргизского режиссера киргизского, и мы с ним беседовали, они знают, он помнит, то есть, конечно, знает и Балатбек Шамшиева, и всю киргизское кино, знаменитое в советское время киргизское кино, помните, да? И сейчас на мировом экране пусть, вот Никита Михалков не зря шел рядом и ружье подарил. Потому что наше кино, якутское кино, через этот кинофестиваль, через наши фильмы, через средства массовой информации, через наших друзей из Москвы, из Санкт-Петербурга, из разных городов и стран, наш кинофестиваль, наше киноискусство республики обретает такую известность. Уже Россия, рядом мы идем, рядом шагаем. Скоро выпустится фильм, обязательно мы увидим фильм, который сняли наши кинематографисты, санкт-петербургские, московские. Это «Созвездие Марии». Мы, помните, обещали, но так и не произошло, но ничего, еще подождите, фильм будет. Скоро будет фильм наш «Дагандархан». Многие ребята, которые задумали замысл, эти фильмы будут. Пусть шагает семимильными шагами наше кино, наш кинофестиваль. Да здравствует кино! Ура! Ежегодно кинофестиваль учреждает специальный приз «Золотые снежные очки» за вклад в развитие якутского кинематографа. Награда за вклад в развитие якутского кинематографа. Что-то на английском языке написано так. Алексей Романов, кинорежиссер. С особым уважением вот я вручаю эту награду Алексею Романову, потому что начало. Вот как только он закончил, я видел первый человек, который видел его фильм, первый фильм, дипломную работу, как он закончил, и с тех пор, вот, я не знаю, специально, когда у меня спросили, кто же должен эту награду получить, я сказал Алексей Романов, потому что это он истоки, он начало, он импульс. И то, что он Северфильм, оттуда Сахафильм, оттуда наш кинофестиваль ТГ и так далее, вот Алексей Романов. Аплодисменты нашему Алексею Романову. Я горжусь тем, что стоял у истоков создания Сахафильма. И сейчас вот стоя здесь, помню Ленфильм, совет, когда показывал дипломный фильм, и художественный руководитель Ленфильма Семен Аронович говорит: нам понравился твой фильм, Алексей, давай оставайся в Ленфильме. Я говорю: приятно, конечно, будет, что хотите, чтобы я остался в Ленфильме, но я хочу поехать создавать киностудию в Якутии. Поэтому спасибо. Кто-то скажите спасибо, и я сейчас пойду. Кто-то скажите громко спасибо. Вот так вот. Стоя аплодисменты не мне, а якутскому кино. Ребята, вот давайте стоя поблагодарим наших гостей.
жюри, всех участников. Вашу пока кинофестиваля!